Судьбы тысяч людей, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, так и остались невыясненными. В этой войне принимали участие около 15 тысяч жителей Абхазии, и 8 тысяч из них пропали без вести. С целью их поиска на государственном телевидении стартует проект «Возвращение имени», в рамках которого будут публиковать списки пропавших и истории найденных людей. В Республике Абхазия пропавшими без вести числится 8 тысяч человек. Это огромное число для такой маленькой страны. Но для нас, в первую очередь, это означает, что 8 тысяч семей не имеют сведения о своих родных и близких. Уже год мы работаем над главной задачей, над задачей розыска родных. Оказывается, это непростое дело. Это тоже большая страна, большая территория с большим количеством различных сел, в горах, на местах. Поменялась обстановка. Но мы задались целью добиться, чтобы это произошло. И я рад, что на сегодняшний день эта работа началась. После войны около 2 миллионов военнопленных вернулись в Советский Союз, и большинство из них подверглось репрессиям. И только несколько лет назад были обнародованы ранее засекреченные списки погибших и пропавших без вести. Григорий Скворцов наткнулся в Центральном архиве Министерства обороны России на картотеку военнослужащих из Абхазии, замученных в немецких концлагерях. Тогда у него и возникло острое желание провести самостоятельный поиск и исследование архивных документов, создать свою базу данных. Немецкое командование очень подробно оформляло карточки на каждого человека, попавшего в лагерь, рассказывает он. Поэтому в документах часто содержится дополнительная информация, в частности, имена и адреса родственников. Я решил поинтересоваться, а сколько всего жителей Абхазии сегодня по документам доступны нам, чтобы мы могли проинформировать семьи. Оказалось, что все, что есть сегодня в российском архиве, это 320 человек. Родные до недавнего времени не могли получить сведения о подлинной судьбе этих людей. Вот отсюда возник проект возвращения имени. То есть мы задались целью проинформировать родных в Абхазии о том, что стало с этими людьми. Автор проекта обратил внимание на большое количество погибших и пропавших без вести выходцев из Абхазии в районе Керчи. Этой темой отдельно должно заниматься государство, убежден Григорий Скворцов. По его словам, в рамках проекта будут организованы поездки родственников к местам захоронений. Самое главное мероприятие, которое мы намерены провести, это поездки родственников к местам захоронений. Для того, чтобы взять землю и привезти домой по традиции. Причем эти поездки доступны. Вот у нас запланирована поездка, и благодаря фонду АПСНы мы едем со съемочной группой по графику в Миллерово. Это район Ростовской области, станция Миллерово, железной дороги на Москву, где был очень страшный лагерь. В этом лагере погиб Азиз Агарба, милиционер из Нижних Эшер. Проект возвращения имени и розыск родственников успешно проходит в России, Казахстане, Беларуси. Чтобы и в Абхазии он также успешно заработал, нужна поддержка государства и всех неравнодушных граждан. Елена Лулу, Абислан Джинджоля, Абхазское телевидение.